С первых минут заседания представленная повестка дня вызвала у депутатов бурные споры. Она предусматривала обсуждение 4 вопросов, в том числе постановление о стратегических объектах Абхазии, обращение Народного собрания к президенту Абхазии, об экстренных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и обращение парламента к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли. Многие депутаты нашли в повестке и политический подтекст, и нарушение регламента. Я буду голосовать против. Здесь ни одного вопроса нет. Это все высосанные из пальца. Если у кого-то есть политические амбиции, заниматься, я извиняюсь, красоваться перед телевизором и готовиться к парламентским выборам, я думаю, что на это время будет много. Во-первых, этот комитет, который это обсуждает, при всем уважении к господину Джинджоле, вообще никакого отношения, за исключением вопроса здравоохранения, не имеет. То есть это даже не профильно, это даже вас не касается. Но я понимаю, что вас подогревают, как говорится, некоторые наши коллеги, потому что надо еще комитет найти, через который это вытащить. Это всего лишь открытая провокация. Вот что с этим связано. И я за такую провокационную сессию голосовать не буду. В свою очередь депутат Наталья Смыр поддержала представленную повестку. По ее мнению, право законодательной инициативы позволяет депутатам обсуждать насущные проблемы в рамках любого комитета. Уважаемые друзья и коллеги, прекратите обсуждать тему в социальном комитете, в бюджетном комитете, в комитете по экономике. Это все вопросы нашей страны, наших людей. Какая разница, в каком комитете мы это обсуждаем, лишь бы мы могли обсудить, прийти к консенсусу и сделать что-то полезное. Мне вообще все равно, в каких комитетах это будет обсуждаться, лишь бы это было на пользу кому-то. Депутат Рауль Лулу высказался против представленной повестки. Одна из причин, существенных по его мнению, изменений, профильные никаких вопросы конкретных должны я не увидел. обсуждаться соответствующими комитетами. Все то, что мы здесь обсуждаем, и то, что здесь есть в повестках, а я их изучил внимательно, это то, что мы можем отдельно, каждый депутат и группа отдельно работать. Для этого сессия и принимать такие постановления, где существенных изменений никаких конкретных я не увидел, смысла не вижу. Поэтому я буду голосовать против этой повестки. Вот это мое мнение. Мало того, когда вопрос стоит о национальной безопасности, я уважаю здесь моего коллегу Масика Джинджоля, но я хотел бы, чтобы мы обсуждали это в нашем комитете. Комитете, который называется «По обороне и безопасности». Депутат Валерий Агрба отметил, что на прошлом заседании профильного комитета министр здравоохранения Эдуард Будба сам обратился к депутатам с просьбой оказать содействие по некоторым вопросам в связи с ростом заболеваемости. Сам министр здравоохранения, в чьи полномочия и обязанность как раз в этой ситуации входит разрешение, которое также в авральном режиме с раннего утра до поздней ночи находится, ездит по красным зонам, просит, обращаясь к парламенту, говорит о том, что не работает координационный штаб, как в 2020 году. Когда работал координационный штаб, у нас было всего лишь 4 инфицированных человека, ни одной смертности не было. Сегодня ежедневно по 200 человек заражаются, 5 человек умирают, и мы отрицаем, говорим, что это никакая не безопасность национальная. Министр такие вещи не говорил. Что он говорил? Да, и что он сказал? На что нужно обратить внимание, абсолютно правильно. Бурные споры продолжались около часа, после чего парламентарии все же приступили к голосованию. За принятие предложенной повестки дня проголосовали 12 депутатов, 9 против, 2 воздержались, 3 не проголосовали. Таким образом, повестка была отклонена. После окончания сессии часть депутатов решила провести пресс-конференцию. Депутат Алхаз Джинджоли зачитал проект постановления об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения COVID-19. В проекте президенту и кабинету министров рекомендовано принять в кратчайшие сроки экстренные меры, среди которых: немедленно возобновить работу координационного штаба по защите населения республики. При пересечении государственной границы лицами, прибывающими в республику, в обязательном порядке производить термометрию. В случае выявления признаков болезни для иностранных граждан ввести запрет на въезд в республику. Для граждан Республики Абхазия принудительная изоляция. Один из пунктов: организовать в городах и районах республики места изоляции на карантин для граждан Республики Абхазия. Для иностранных граждан, въезжающих на территорию республики, обязательное наличие ПЦР-теста, проведенного
не менее чем за 72 часа до предъявления на пункте пропуска. Запретить на всей территории Абхазии проведение культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных, выставочных, свадебных, торжественных и иных мероприятий как в закрытых, так и в открытых площадках. Кроме того, Алхаз Джинджолия заявил, что по неофициальным данным вопрос обеспечения вакциной не решился. И необходимо искать альтернативные пути, а именно обращаться в международные организации. Однако ранее в студии абхазского телевидения и в ряде интервью министр здравоохранения Эдуард Будба сообщал, что вопрос с вакциной прорабатывается и переговоры с российской стороной ведутся на всех уровнях. Далее Алхаз Джинджолия зачитал проект постановления по энергетике, в котором президенту рекомендовано принятие ряда мер. Пункт 1. Президенту Республики Абхазия совместно с Кабинетом министра Республики Абхазия уполномоченным центральным органом госуправления в сфере энергетики в 10-дневный срок представить в парламент стратегию развития энергетической отрасли республики и оперативные меры по выходу из энергокризиса. Также группа депутатов намеревалась представить законопроект о стратегических объектах Республики Абхазия. Этот закон устанавливает правовые основы определения и регулирования стратегических объектов. Разговоры вокруг этой дачи, во-первых, они неуместны, во-вторых, они вредны, и в-третьих, я это рассматриваю как такую форму саботажа. Это первая цитата. Вторая. Эти люди, инициировавшие этот вопрос обсуждения дачи Ткачева, имена их известны. Но мне пока неизвестна их точка зрения об ограждении частного домовладения на Гудаутском пляже. Это вторая цитата точная. То есть эти люди, инициировавшие, это мы не скрываемся. Наши имена известны, но они не были озвучены. Я могу озвучить. Моя фамилия Кварча, Астамур Радикович Тарба, Гарри Гурамович Кокая. Это имена людей, которые инициировали тот комитет. И третье, там был вопрос журналиста по поводу ограждения в Гудаутах. В отношении частников, захвативших территорию, будут ли предприняты какие-то меры? Цитирую опять же ответ президента. Я эти материалы перешлю этим товарищам, инициировавшим вопрос обсуждения ограды дачи Ткачева. Мне интересно их мнение, и посмотрим, что они скажут и что делать. Один из товарищей, как я говорю, это я, и отвечу по мнению и на вопрос, озвученный президентом, непосредственно в наш адрес. И считаю необходимым в такой же публичной форме уже ответить товарищу президенту. Заявление в адрес депутатов парламента, представляющих интересы вообще всего народа, как общеизвестно, является ничем иным, как оскорблением и клеветой. По-другому я это назвать не могу. А верность интересам нашей государственности я, по-моему, доказал еще в период Отечественной войны народа Абхазии. Материалы по забору в Гудауте, фотографии которых он в интервью показывал общественности, и нам в том числе, они уже давно находятся в комитете на контроле, задолго до интервью президента. И, как говорил председатель комитета, запрос соответствующий был отправлен в администрацию Гудаутского района. В завершении пресс-конференции Алхаз Джинджолия отметил, что будет выносить проекты на следующее заседание парламента. Эсма Гуланзе, Роберт Ломи, Алексей Бухава, Абхазское телевидение.